коронавирусу воспитанника дежурного детского сада в Якутске в республике зафиксировали 35 новых случаев COVID-19. ЕГЭ для тех, кто намерен поступать в ВУЗ. В Минпросвещении перенесли госэкзамен на поздний срок. Пункты временного пребывания, какие условия и сколько человек размещено. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 33 в Якутске и по одному случаю в Алдане и Намцах. Новые заражения были выявлены внутри корпоративных и семейных контактов заболевших. Что касается эпидемической ситуации с новой коронавирусной инфекцией, она по-прежнему остается напряженной. За последние сутки у нас 35 случаев выявлено инфицированных. Из них 33 город Якутск и по одному в Алдане и в Намском районах. Если говорить об Алданском и Намском, это контактные лица ранее заболевших, то по Якутску 33 случая, это, конечно, немало. И хочу сказать, что в целом, конечно, мы видим, что это в основном корпоративные заражения, когда внутри коллектива идет заражение, и внутрисемейные. При этом за последние сутки 28 человек полностью выздоровело и выписалось. Уменьшилось также количество крайне тяжелых больных. Их у нас было до вчерашнего дня 10, сейчас уже 7. Мы все-таки испытываем определенный такой, видим положительную динамику в состоянии некоторых из них, и мы надеемся, что выздоровеют все. Хочу также особо отметить, что проверка, скажем так, соблюдения режима самоизоляции теми лицами, которые ее должны соблюдать, в первую очередь контактные, приехавшие из других регионов, показывает, что порядка 25% все-таки режим самоизоляции нарушают. Это, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Здесь жителям Якутска, в первую очередь, надо все-таки, несмотря на соблазны выйти на улицы, посмотреть ледоход и так далее, все-таки воздерживаться от этого. Ледоход приходит каждый год, и в следующем году он придет так. Ничего в этом страшного нет, если в этом году не посмотреть. А скопление народа, оно может, конечно же, привести к случаям массового заражения, чего бы не хотелось по Якутску именно видеть, так как для снятия ограничительных мер по Якутску нужно, чтобы количество заболевших каждый день уменьшилось, там было гораздо меньше 10. Пока, к сожалению, еще раз говорю, 33 случая не позволяют нам режим с ограничительных мероприятий по Якутску смягчать. Коронавирус выявили у ребенка, посещавшего дежурный детский сад номер 84 «Искорка». По предписанию Роспотребнадзора региона дошкольное учреждение прекращает прием детей и закрывается на дезинфекцию. Дежурный детский сад посещали 74 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, которые являются детьми медиков, сотрудников правоохранительных органов и других работников, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. В оперштабе добавили, что заболевший ребенок посещал организацию до майских праздников. Минпросвещение России решило перенести единый государственный экзамен на более поздний срок. ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в ВУЗ, уточнили журналистам агентства в пресс-службе ведомства. Отмечается, что точная дата выпускных экзаменов будет определена позднее. Обязательные экзамены для 9 классов по русскому языку и математике решено отменить. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Министерство просвещения Российской Федерации подготовило нормативные документы, согласно которым предполагается изменение в порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Этот порядок предполагает следующее. Во-первых, ОГЭ для учеников, которые завершают 9 класс, они будут отменены. Итоговые баллы по этим предметам будут выставлены по сумме баллов, которые они получали в течение учебного года. Что касается ЕГЭ, то переносится этот экзамен на более поздний срок. Предположительно, это август месяц, возможно, даже сентябрь. Конкретные сроки мы пока еще не имеем. При этом этот экзамен будет обязателен только для тех учеников, выпускников, которые планируют поступить в высшее учебное заведение.
Те выпускники, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, они не будут обязательны, и они могут сдавать эти экзамены и в следующем году в пунктах сдачи единых государственных экзаменов. Это решение сегодня не окончательное. Я уже говорил о том, что подготовлены проекты законов и нормативных актов правительства, и окончательное решение будет только после принятия и утверждения этих актов. 2000 медиков в республике, которые борются с коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты. Напомню, что в марте-апреле на эти цели из федерального бюджета было выделено 102 миллиона рублей и 50 миллионов из республиканского бюджета. Так, из федеральных средств предусмотрены выплаты врачам 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу 50 и младшему 30 тысяч. Выплаты из республиканского бюджета врачам 66, среднему медперсоналу 40 и младшему 20 тысяч рублей. Расчет производится исходя из объема выполненных работ. У нас сегодня есть 3 вида выплат нашим медицинским работникам. Со вчерашнего дня начались эти выплаты. За апрель месяц всего у нас 2002 работника попадают под эти выплаты. 40 учреждений это по выплатам главы республики. 29 учреждений это по выплатам Мишустина. И 19 учреждений это по путинским выплатам. Понятно, что какие-то люди попадают у нас под все 3 выплаты, что, на наш взгляд, замечательно. Вчера мы получили уже прекрасные, замечательные отзывы от наших медицинских работников, кому уже на карточку эти деньги упали. Я думаю, что часть средств сегодня тоже оставшимся работникам, в зависимости от работы и банкам, где у них зачислена заработная плата, тоже произведется. Я с всей души благодарю, наверное, наше правительство, наше руководство за то, что были приняты такие беспрекословные меры поддержки к нашим медицинским работникам, понимая, как сложно им сегодня работать в этих условиях труда. И хочу еще раз поблагодарить наших работников за тот самоотверженный труд, который они несут каждый день. Тем временем правительство России утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Решением президента страны Владимира Путина с 1 июня семьи смогут получить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. В республику такую выплату смогут получить 200 тысяч детей. Ульяна Шагина с подробностями. В сегодняшних условиях, когда многие семьи лишаются привычного дохода, новый пакет мер, озвученный накануне президентом страны Владимиром Путиным, станет своевременной поддержкой. Теперь единовременную помощь получат семьи с детьми от 3 до 16 лет, независимо от статуса и дохода. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Новости о выплате 10 тысяч рублей от 3 до 16 лет нас очень обрадовало, так как я сейчас не работаю. Работаю я в детском саду частном, и такая поддержка мне очень нужна сейчас. В условиях вынужденной самоизоляции, тем не менее, такая выплата, она, конечно же, может послужить неплохим подспорьем для многодетных семей. Подача заявления, вчера многие знакомые пытались подать заявление, но из-за того, что сайт не работал, у многих не получилось. Действительно, обрадованные хорошими новостями родители уже в день выступления президента массово воспользовались сайтом госуслуг, из-за чего в его работе произошли сбои. Тем не менее, специалисты акцентируют внимание на том, что не стоит торопиться с подачей заявления. В любом случае, выплата будет начислена только после 1 июня. На получение указанных выплат можно подать заявление как непосредственно в управлении Пенсионного фонда по месту жительства, также и в электронном виде через портал государственных услуг. В условиях распространения коронавируса в республике при подаче заявления непосредственно в территориальные органы нужно учитывать то, что прием клиентскими службами осуществляется по предварительной записи. Заявление о предоставлении новых выплат также можно подать до 1 октября этого года.
Также до 1 октября заявление на получение 5000 рублей в пенсионный фонд смогут подать семьи с детьми до 3 лет вне зависимости от наличия материнского капитала. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей, в том числе по линии Минтруда денежные выплаты получат дети из многодетных и малообеспеченных семей. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск. Ситуацию с прохождением льда на реках Якутии обсудили на совещании в режиме видеоконференции с первым зампреда правительства республики Алексеем Колодезниковым. В настоящее время река Амга вышла в устье, уровни воды в Татинском и Чурапчинском улусе продолжают падать. На реке Алдан нижняя кромка ледохода находится у села Крест-Хальджай Тампонского района. Там критических уровней подъема воды не наблюдается. Лед проходит достаточно спокойно. В верховьях реки Колыма на территории Магаданской области начался ледоход. Сегодня начали завоз взрывчатки в Среднеколымский район. Самой сложной остается ситуация на Лене. Ниже Кангаласов заторное явление по левому течению реки Лена, по правому у нас идет движение ледохода. Лед подготовленный, рыхлый, мелкий. Мы с вчерашнего дня проводим взрывные работы, и сегодня ночью в 4 утра это делали. Сейчас у нас бригада взрывников с авиацией работает. И с утра отправили вниз по реке Лена ледокол. Мы видим, что вот эти мероприятия, которые делали со вчерашнего дня, показывают подъем воды в Намском районе. Это, в принципе, нормальное явление. Но, однако, вот в Кангаласах и Шатаях пока подъем идет. В городском округе Якутск введен режим ЧС муниципального характера. Дмитрий Тымыров ознакомился с работой пунктов временного пребывания и узнал, сколько человек там находится. Пункты временной эвакуации населения сегодня открыты практически во всех микрорайонах Якутска, где сложилась сложная гидрологическая обстановка. Под пристальным вниманием службы спасения, МЧС и местных властей попали жители сел Тулагина, Капитоновка, Кангаласы, Пригородные, Даркыла, Хатасы и Табага. Так, минувшим днем из своих жилых территорий, которые попали под действие природной стихии, были эвакуированы люди из сел Кангаласы, Пригородные и Даркылаха. На территории микрорайона Кангаласы в период весеннего половодья по состоянию на 12 часов ночи 13 мая уровень воды составляет 992 сантиметра. В зону потопления попали у нас 8 дворовых территорий. По улице Набережная 21 попал жилой дом. В нем зарегистрировано 4 жителя, из них фактически проживает 1 человек. Мы произвели подворовый обход, всех предупредили об эвакуации, предложили развернуть пункт временного размещения. Но жители, которые прописаны у нас в зоне затопления, они предложили, чтобы перешли к своим родственникам. Пункт временного размещения людей, который расположился в здании Якутского промышленного техникума в конце дня 13 мая, принял сразу 6 якутян, которые пострадали от природной стихии. Им оказались жители промышленного округа столицы. По состоянию на 2 часа ночи на 14 мая 2020 года подтоплено 52 дома. Из них 118 человек взрослого населения и 44 детей. В пункте временного размещения в промышленном техникуме зарегистрировано 6 человек, 3 детей. А вот в селе Пригородные, пострадавшие от весеннего половодья, от размещения в пункте временной эвакуации отказались. Все они решили распределиться по своим родственникам. У нас подтоплено жилых домов 4 на территории Сот-Хачу, улица Хачу. В этих домах живут 7 человек, из них 1 ребенок. Непосредственно земельные участки, 22 земельных участка, это в селе Пригородное затоплены. Но не дома, именно просто земельные участки. А люди где размещены, собираются здесь? Дома, расположенные в Сот-Хачу, люди эвакуированы из своих затопленных домов, но эвакуироваться и в пункт временного размещения они желания не изъявляют. То есть они пока находятся возле своих домов. Но пункт временного размещения у нас развернут, и мы готовы принять в любой момент население.
Между тем, этой ночью в районе села Егейцы Намского района, где образовался затор на реке Лена, были проведены взрывные работы, что позволило снизить критические отметки в ряде потопленных населенных пунктах городского округа города Якутска. Ситуация с паводком на территории столицы остается под контролем. Дмитрий Тымыров, Петр Шестаков, Якутск. Что касается уровня воды на Лене, то он превысил опасную отметку на 30 сантиметров у Якутска. Затор льда наблюдается ниже Якутска и между Кангаласами и Намцами. Ожидается возможное повышение воды на участке Якутск-Намцы. В Кангаласах и Табаге не превышены критические отметки. Изменений за 4 часа нет, лед стоит, наблюдаются небольшие подвижки. Межведомственная улусная комиссия Кобяйского улуса вышла на рейды в охотничьи угодья. Мероприятия организованы в целях противопожарной безопасности в лесах и соблюдения гражданами правил поведения в лесной зоне, а также для проверки правил и сроков охоты. На территории Кобяйского улуса она разрешена с сегодняшнего дня. 10 мая на территории Сангарского лесничества были проведены совместные рейдовые мероприятия с участием МЧС, Кобяйской инспекции охраны природы и Сангарского лесничества. Мероприятия проведены в целях пожарной безопасности в лесах и соблюдения пожарной безопасности граждан. И при нахождении граждан в лесах мы проводим разъяснительную беседу и выдаем памятку особого характера при нахождении в лесах. Охота у нас открывается с 14 мая. И если до открытия охоты мы выявляем нарушителя, значит, там идет, согласно законодательству, по суду лишение прав охоты на 1 год. С изъятием или без изъятия оружия. А во время охоты у нас идут штрафные санкции. Что происходит с ресторанным бизнесом в условиях самоизоляции и режима повышенной готовности? Как предприниматели отреагировали на изменения рынка и с какими проблемами сегодня сталкиваются доставщики еды? Подробности у Максима Кардозу. Якутский общепит всегда мог похвастаться разнообразием предложений. И местная кухня даже стала туристической визитной карточкой региона. Но эпидемия коронавируса поставила предпринимателей в трудное положение. Многие решили заниматься доставкой еды. Таких предложений становится только больше. Но не все смогли подстроиться под новые реалии. Всего 53% рестораторов смогли перестроиться, начали создавать свои мобильные приложения, создавать сайты, значит, переобучать сотрудников, опять же, заключать определенные договора. Но на это все нужно время, ну и, конечно, нужны деньги для того, чтобы реализоваться как служба доставки, донести до своих потенциальных клиентов, что вот мы начали доставлять вашу любимую еду из наших ресторанов. Ну и, конечно же, это длительный процесс и требует времени. Причем у доставки еды есть и другие требования, которые необходимо соблюдать. Это, например, использование термоконтейнеров и других средств транспортировки. Особые положения есть и при размещении продукции в интернете. Заказывая услугу, обращается к сети интернет, либо приложениям. Так вот, на данных сайтах должна быть вся необходимая информация о том, кто предоставляет услугу, все сведения о самом продукте питания, все, что необходимо потребителю, он должен все получить на данных сайтах и приложениях. И та продукция, которая доставляется, она должна быть упакована и содержать всю необходимую информацию, маркировку. У якутских рестораторов, которые хотят развивать доставку еды, есть и другие трудности. В городе Якутске нет достаточного количества той же упаковки для доставки. Это надо все везти с Москвы, с Новосибирска, с других городов. Термосумок, да, в которых безопасно можно доставить горячую еду. Достаточное количество дезинфицирующих средств есть, но при этом надо также набрать количество курьеров. Да. Сейчас вот работают 4 крупных компании, создались новых 2 компании, да, службы доставки, которые набирают доставщиков. По данным экспертов, после снятия всех ограничений в Якутске снова смогут открыться только 60-70% ресторанов и других точек общепита. Причем из кризиса отрасль будет выходить долго и тяжело. Но несмотря на такие прогнозы, рестораторы готовы развиваться в новых условиях. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.